Звуковые и световые сигналы, мгновенный автоматический результат на экране. На площадке стрельба по электронным мишеням. Александр Биянзин не профессиональный стрелок, но сегодня состязается в меткости с участниками со всей республики. Было очень интересно. Ожидал, конечно, от себя большего результата. Хотелось бы видеть больше, но будем стараться и в следующий раз, надеюсь, получится намного лучше. Участники зимнего фестиваля доказывают, спорт-дорога открыта всем. Среди любителей немало пенсионеров. Раиса Давлетшина из Тюлячинского района, 65 лет. В обычном упражнении на пресс его выносливости могут позавидовать и молодые. Я в деревне живу, постоянно бегаю, на велосипеде постоянно, а зимой на лыжах. Постоянно я спортом занимаюсь. Счет перевалил за сотню у Дамира Шакирзянова. Его результат в поднятии гирь бьет все нормативы. Отдельно гиревым спортом не занимаемся. Лыжник сам. Сегодня в Казани более 100 лучших любителей спорта, прошедших отборочный тур среди 24 тысяч участников со всего Татарстана. Легкая атлетика, подтягивания, отжимания. Для желающих проверить свой тонус, упражнения любого уровня сложности. А это подтягивание на низкой перекладине служит альтернативой отжиманию для девушек. Норма для золотого знака 18 раз. Попробуем. Раз, два. 18. Было тяжеловато, упражнение требует тренировок. Критерии оценки не меняются, есть 100-бальная система, также и нормативы, то те же самые зимний фестиваль и летний фестиваль. Свои результаты в цифровом варианте можно узнать сразу как в личном, так и в командном зачете. Победителями среди городов в этот раз стали Казань и Альметьевск, а среди районов первенство взяли Тетюши. Юлия Муратова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.